أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. На прошлой серии мы говорили о свитках с деяниями и о том, как они будут раскрыты в судный день, о том, что каждый человек будет брать свой свиток и что с ним будет происходить потом. Сегодня мы поговорим о расчете, хисабе, как будет рассчитан каждый из нас. И правда ли это, что кто-то может совершить какое-то плохое дело и спастись от воздаяния? Никто ему ничего плохого не сделает. Нет, там будет расчет. В день воскресения будет суд. Ты можешь спастись от судов в этой дуне, но никогда не сможешь уйти от суда загробной жизни, если ты нагрешил и поступил с кем-то несправедливо. Аллах, свят Он и велик, говорит: сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня несправедливости. Воистину, Аллах скор в расчете. Каждая душа, которая приобрела что-то и сделала что-то, получит свое воздаяние в этот день. Ты мог кого-то избить или обругать. Ты мог его обругать даже за его спиной, и он об этом не знал, но ты попрал его право, и он отомстит тебе тем же. Он возьмет свое право от тебя в судный день. Тебя ждет возмездие за твое действие, даже если тот человек не знал о нем. Не будет сегодня несправедливости. Ты получишь воздаяние абсолютно за все. Послушай, каким великим образом этот день описан в аяте. Аллах, свят Он и велик, говорит: земля озарится светом своего Господа, будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели. Между ними рассудят по справедливости, и с ними не поступят несправедливо. Все были собраны в этот великий день. И что будет потом? Каждой душе воздастся сполна за то, что она совершала. Каждый получит воздаяние за все, что он делал. Каждый будет рассчитан. Ему, то есть Аллаху, лучше знать о том, что они делают. Кто-то может сказать: да нет, у меня одни хорошие деяния, я такого не делал, я не грешил. Но Аллах, свят Он велик, лучше знает. Он знает даже лучше, чем ты сам, о том, что ты делал. Было ли это что-то хорошее, и тогда тебе воздадут благом, или что-то плохое, и тогда ты получишь за это соответствующее воздаяние. День воскресения — это тяжкий день. Расчет не будет простым. Человека спросят о многих вещах, рассчитают за многое, начиная с твоего сердца, которое никто не видел и о котором никто не знал. Люди, возможно, считали тебя праведником, думали, что ты призываешь к Аллаху, свят Он и велик. Подобного тебе нет. Ты самый лучший. Хафиз Корана — это то, что видят люди. Но реальность может быть другой. На самом деле ты можешь быть другим. Ты можешь оказаться лицемером, и к Аллаху мы взываем о помощи. Аллах, свят Он и велик, говорит о дне воскресения. В тот день раскроются тайны, о которых не знал никто, кроме Аллаха, свят Он и велик. Клянусь великим Аллахом, успех в судный день обретет тот, кто исправил свои сокровенные мысли. Не только то, что явно видно. Ты можешь быть с людьми и друзьями, маша Аллах, энергичным человеком. Ты будешь делать намаз, призывать людей к Аллаху, порицать порицаемое, просить прощения у Аллаха, много чего делать. Но когда ты остаешься наедине с самим собой, ты продолжаешь быть таким же усердным или уже нет? Молишься ли ты с таким же рвением? Просишь ли прощения у своего Господа с таким же энтузиазмом? Продолжаешь ли ты свой призыв к Аллаху и порицание порицаемого? Какие у тебя тайные мысли, когда ты остаешься один, наедине с Аллахом, свят Он и велик? Когда закрываются двери, выключается свет, никто тебя не видит, когда ты не в мечети, не перед людьми, не с семьей. В тот день будут испытаны или раскроются тайны. Какие у тебя тайны? Все твои тайные мысли раскроются в судный день. Как сказал Аллах:
раскроются тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника. Никто тебе не поможет, никто тебя не поддержит, кроме твоих дел, кроме твоего сердца. Здорово ли оно или нет? Если твое сердце здорово и непорочно, ты победишь. Если твое сердце кающееся, ты победишь. Если же нет, это уже проблема. Так что, начиная с этого момента, исправляй свое сердце до того, как наступит тот день. Мы продолжаем говорить о расчете. О чем будет спрошен человек в судный день? Послушай эту историю. В один из дней пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из дома, будучи голодным. Был полдень, он был голоден, у него не было еды, и он вышел из дома. На улице он встретил кого? Встретил лучшего в этой умме человека после Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он встретил Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Абу Бакр также был голоден. Затем они встретили Умара, да будет доволен им Аллах. Умар также был голоден. Все эти трое были голодными. Представь себе. И ведь они были лучшими представителями этой уммы. И один сподвижник пригласил их в гости, зарезал для них овцу, и они поели этой еды. После того, как они поели, пророк Мухаммад посмотрел на них и сказал: «В тот день вы будете спрошены о благах». Он прочитал им этот аят. «В тот день вы будете спрошены о благах». О Аллах, даже за эту еду вы будете спрошены в день воскресения. Вы будете спрошены о ней. Ты будешь спрошен обо всем, даже о еде, даже о простом рисе, обо всем. Так какой ответ ты подготовил для этого вопроса? Аиша, да будет доволен ею Аллах, как приводится в Сахихе Аль-Бухари, передала, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию». Аиша спросила: разве Аллах не сказал, что тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет? И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: в действительности это будет не отчет, а лишь показ дел. Но тот, у кого потребует полного отчета в день воскресения, погибнет. Расчет может представлять собой просто показ дел. Перед тобой появляются твои деяния. Деяния будут показаны перед всеми людьми, в том числе перед верующими. Как сказал Всевышний Аллах: в тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Все твои тайны откроются перед тобой. Но даже если они предстанут перед тобой, и среди них будут какие-то плохие деяния, Аллах, свят Он и велик, простит их тебе, о верующий. Но если с тебя потребует полный отчет, ты будешь наказан. И мы просим Аллаха, свят Он и велик, чтобы с нас не потребовали полный отчет. Послушай этот хадис. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится у Ат-Тирмизи. И шейх Аль-Альбани назвал его хорошим, хасаном. Не сдвинутся с места ноги раба в судный день, пока его не спросят о 4 вещах: о его жизни, в чем он ее провел, обо всей этой жизни, которую ты сейчас проживаешь, ты будешь спрошен. Что ты сделал ради своей религии? Что ты сделал для самого себя? Что ты сделал ради своего Господа? О его жизни, в чем он ее провел? О его молодости, на что он ее потратил. Молодость — это часть остальной жизни, но из-за ее ценности и особой важности ты также будешь отдельно спрошен за нее. О его молодости, на что он ее потратил, о его имуществе, как он его заработал и на что израсходовал, откуда ты получил деньги, и когда ты их заработал, на что ты их потом потратил. Затем человек будет спрошен о том, что он сделал со своими знаниями. О Аллах, все знание, которое ты получил, что ты с ним сделал? Мы знаем наизусть аяты и хадисы. Практиковал ли ты их в жизни? Что ты с ними сделал? Притворял ли ты их в жизнь или нет? Таким будет судный день. Такими будут вопросы и расчет. Так давайте же подготовимся к этим вопросам и к этому расчету. Раз уж мы говорим о расчете, необходимо будет узнать, что если кто-то сделал нечто плохое, он не сможет это отрицать. Даже если ты захочешь это отрицать своим языком, твои органы тела будут свидетельствовать против тебя. Только представь это себе. Аллах, свят Он и велик, говорит: в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. В тот день Аллах, свят Он и велик, воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть явная истина. Ты никак не сможешь отрицать свои грехи. Даже твои руки, даже твои ноги будут свидетельствовать против тебя. Сегодня мы запечатаем их уста. Тебе запечатают рот, ты не сможешь говорить. Их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Все, ты не сможешь ничего опровергать своим ртом и языком. Твой рот запечатают. Твои руки будут говорить, и ноги будут говорить. Руки будут говорить: мы сделали то-то и то-то. Ноги будут говорить: мы ходили туда-то и туда-то. Так как после этого всего ты сможешь что-то отрицать? Все грехи записаны. За все ты будешь рассчитан. И ни один из этих грехов не сможешь опровергнуть. Даже твои органы тела, которыми ты грешил, будут свидетельствовать против тебя.
Мало того, они будут первыми, кто отречется от тебя в судный день. Аллах, свят он и велик, говорит: в тот день, когда враги Аллаха будут собраны перед огнем, их задержат. Когда же они достигнут его, их слух, твой слух, с помощью которого ты слушал что-то запретное, будет свидетельствовать против тебя. Их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали. Они скажут своей коже: почему же вы стали свидетельствовать против нас? Как вы можете свидетельствовать против меня? Моя кожа, мой слух, мое зрение. Как все они могут свидетельствовать против меня? Но, субханаллах, посмотри, если ты ослушался Всевышнего Аллаха, твои органы тела будут первыми, кто поднимется против тебя. Поэтому используй их в покорности Аллаху, а не в прегрешениях. Они скажут своей коже: почему вы стали свидетельствовать против нас? Они скажут: нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к нему вы будете возвращены. Вы не укрывались от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи, но вы предполагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали. Ты обязательно должен помнить, что наступит день, когда зрение, слух и кожа выступят как свидетели. Поэтому знай, что Всевышний Аллах знает о всякой вещи. Так что не делай ничего-либо, после чего окажешься в ситуации, когда слух, зрение и кожа свидетельствуют против тебя. Мы поговорили о свидетельстве органов тела против человека, который ослушался Всевышнего Аллаха, и Аллах, свят он и велик, знает все, что ты делаешь, все грехи, ничто не сокрыто от Него. Более того, Аллах, свят он и велик, знает о том, что у тебя в сердце, которое никто не видит, и о том, что в нем скрывается, знает только Всевышний Аллах. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится у ат-Тирмизи, и шейх Аль-Альбани назвал его хорошим, хасаном. Когда Аллах соберет людей в судный день, в день, в котором нет сомнения, глашатый вас зовет. Пусть тот, кто предавал Аллаху сотоварищей в своих делах, идет и требует награды от того, для кого делал это дело. Поистине Аллах не нуждается в том, чтобы ему предавали сотоварищей. Всевышний Аллах не принимает деяния, в котором содержится ширк, то есть во время совершения которого ты предавал ему кого-то в сотоварищи. Ты делаешь намаз, например, не только ради Аллаха, но и для какого-то человека. Ты совершаешь некое действие не только ради Аллаха, но и ради такого-то мужчины или женщины. И Аллах, свят он и велик, не нуждается в этом деле и возвращает его к тебе. И какой толк будет от такого дела, совершенного не только ради Всевышнего Аллаха? Это деяние будет возвращено тебе. Послушай этот внушающий страх хадис. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: поистине первым, кто будет осужден в день воскресения, станет человек, принявший смерть шахида. Представь себе, он принял мученическую смерть на пути Аллаха. Когда его спросят, он скажет: я сражался ради тебя, пока не пал мучеником. И ему будет сказано: ты лжешь, ты и вправду сражался, но лишь для того, чтобы о тебе сказали, что ты храбрец. И это уже сказано. Затем будет велено протащить его ничком и бросить в огонь ада. О Аллах, это был шахид, но он сражался не только ради Всевышнего Аллаха, но и ради дуньи, потому что любил восхваление и похвальбу, и его потащат в огонь. Также человек, постигший науки и учивший других, который был одним из чтецов Корана. Когда его спросят, он скажет: я учился и обучал других, читал ради тебя Коран. Ему будет сказано: ты лжешь. Ты и вправду постигал науки, но лишь для того, чтобы люди сказали: он ученый и хороший чтец Корана. И так они и говорили. Субханаллах. Его намерение было не только ради Аллаха. Он хотел, чтобы его восхваляли люди. Затем велено будет протащить его ничком и бросить в огонь. Также и человек, которого Аллах наделил состоянием и которому предоставил богатство. Когда его спросят о них, он скажет: я не упускал возможности угодить тебе и расходовал ради этого. Ему скажут: ты лжешь, ты и вправду делал это, но лишь для того, чтобы о тебе сказали, что ты щедрый. И так они и говорили. Затем будет велено протащить его ничком и бросить в огонь. Этот хадис находится в Сахихе Муслима. Эти деяния были благими. Люди считали их благими, но совершая их, те люди стремились не только к довольству Всевышнего Аллаха. Нет, они хотели, чтобы люди их восхваляли. Это ученый, это щедрый человек. Он расходует на пути Аллаха. Это муджахид. Они желали восхвалений людей. И Аллах, свят он и велик, не только не принял их дела, но и наказал их. И я прошу Аллаха, свят он и велик, даровать нам искренность в наших словах и делах. На следующей серии соизволения Аллаха мы поговорим о том, каким будет расчет у верующего, а каким у неверующего, со всеми подробностями. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا